Информационные стенды, семинары для всей задействованной в работе команды. Назрановский район ИТИ готовится к предстоящим выборам в органы местного самоуправления. Во всем районе будет развернуто 20 участковых избирательных пунктов. За их подготовкой будет следить специальная рабочая группа. В нее входят председатель ТИКа, сотрудники МВД, МЧС и глава администрации, в которых расположены участки. Мы уже провели общее заседание с председателями, заместителями, секретарями УИКов. То есть задачи и цели, которые перед нами стоят, ясны, им разъяснены. Хочу отметить, что подавляющее большинство руководителей УИКов и членов УИКов – это люди, которые имеют опыт проведения выборов, то есть они прошли 2-3 выборные кампании. В этом плане нам немножко проще. Тем не менее, мы собираемся, проводим учебу. Официальный старт предварительной кампании в стране дали 10 июня. Прием документов от кандидатов в депутата городского совета завершили уже 24 июля. К слову, желание участвовать в выборах изъявили 7 политических партий. Сейчас идет проверка на наличие подлинности и соответствия всем требованиям поданных документов. Если полный пакет документов не сдали в срок, если в срок не сдали первый финансовый отчет, то есть основания отказать. Все партии, которые проходят, мы их зарегистрируем, выдаем постановление, дальше уже работаем с ними. До начала выборов остается чуть больше месяца. В техническом плане здесь тоже все готово. В этом году на 3 УИКах предусмотрят комплексы обработки избирательных бюллетеней. Для избирателей будут созданы все условия. Это и зона отдыха, комната матери и ребенка, и медпункт, где избирателям в случае чего смогут оказать первую медицинскую помощь. Ближе к той дате, к единому дню голосования, проводим много встреч с органами, которые осуществляют поддержание порядка, правоохранительные органы, вопросы технического обеспечения, то есть служба электрификации, альтернативной поддержки, то есть наличие на участках генераторов, которые подадут альтернативную энергию в случае каких-то катаклизмов. И информационное сопровождение, то есть наличие в городе информации о наличие выборов, дня голосования, это билборды, растяжки, это наглядная какая-то еще агитация. Помимо всего, в ТИКе также подготовили и выездные ящики для голосования 8 сентября, когда вся наша страна будет голосовать за свое будущее. Тем людям, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на пункт голосования, будут выезжать специальная мобильная группа со всем необходимым, чтобы избиратель смог воспользоваться своим правом голоса. К такой же категории можно примерно отнести и людей, которые содержатся в ИВС, допустим, под следствием, но еще не осуждены. Больные, престарелые, старые люди. По предварительной заявке они имеют право, и наши сотрудники выйдут и дадут им это их законное право поголосовать у себя на месте. Предвыборная кампания самая напряженная не только для самих кандидатов. Вахту с ними делит еще и вся команда, работающая в избирательной комиссии. Потому что от этих людей во многом зависит, насколько прозрачно пройдут выборы 2019-го. В избиркоме республики сейчас должны определить 2 участка, на которых будет проведена репетиция выборов для проверки готовности всех участников выборного процесса 8 сентября. Жадат Хулухоева, Ахмед Гандаров, Новости 24.